Всего за полгода Управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело 29 жалоб на госзакупки. В 21 случае выявлены нарушения. Проверки показали, что многие неправильно оформляют документацию. Были случаи, когда контракты заключались напрямую в обход обязательных торгов. Примечательно тот факт, что когда вы находите нарушение, штрафуете организацию, то в принципе они дальше уже стараются придерживаться той концепции, как открытости, прозрачности этих компаний, которые участвуют в торгах, чтобы не ущемлять их интересы. УФАС также расследовала дела в сфере рекламы. У нас продолжается уже третий год подряд, когда бизнес открывается и очень любит писать у себя на рекламных баннерах самые низкие цены, самый лучший товар, мы самые-самые и так далее, но подтверждения этому не находится. Там, вот в этом году предупреждение было направлено из-за того, что там самый лучший кабель по самой низкой цене. То есть, а доказательств нет, что это. Потом есть финансовый дом один, тоже написал, купите товар в любом магазине и приходите к нам за рассрочкой. В любом магазине, где в России, в Европе, в Магасе. По закону такие заявления должны быть доказаны, иначе это считается нарушением. Одно из самых громких дел УФАС в этом году связано с ростом цен на маршрут Малгобек-Назрань-Малгобек. Жительница пожаловалась на повышение тарифа на 30 рублей. В ходе проверки выяснилось, что официально работать на этом маршруте имеет право только одна компания. По договору с Минпромторгом установленный тариф 85 рублей. Все остальные перевозчики, которые берут по 130, действуют вне закона. По итогам того, как мы выявили, то, что там осуществляют деятельность незаконные перевозчики, в связи с тем, что это не входит в компетенцию полномочий антимонопольных органов, мы указанную информацию буквально на днях направили в прокуратуру республики и Ространснадзор с просьбой выявить и пресечь деятельность указанных нелегальных перевозчиков. Соответственно, та компания, которая заключила договор, платит за этот договор государству абсолютно легально, получает дополнительные договора, документы. У них 85 рублей, а та компания, которая абсолютно никаких документов не имеет, даже подозреваю, что даже как индивидуальный предприниматель, там никто не зарегистрирован, у них доход там почти в 2 раза выше. Как-то неправильно это все. Как отметили в УФАС, во втором полугодии они планируют продолжить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. Мария Амбата, Сулейман Костоев, Магаз 24.